Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах. Асбабуль магфира, альхамдулиллах. Мы с вами дошли до темы, до раздела книги Асбабуль магфира, причины прощения грехов. До этого мы с вами говорили о айдамуль магфира, то есть величие прощения Аллаха, и мы с вами знаем и поняли, иншаллах, что в прощении Аллаха нуждаемся все мы, и не то, что мы грешные, слабые рабы Аллаха, даже самые лучшие из нас, лучшие человечества всего, пророки, посланники, алейхимуссалям, они тоже нуждались в прощении Аллаха. Они тоже нуждались в прощении Аллаха, и они больше нас просили у Аллаха прощения. И в хадисе пророка, алейхиссаляту вассалям, говорится, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в одном хадисе говорится, что он каждый день 70 раз просил у Аллаха прощения. 70 раз. В другом хадисе говорится 90 раз. 90 раз, где-то говорится 100 раз, поэтому если ма'сум, то есть защищенный Аллахом от грехов раб, то есть Аллах Тааля сам защищал его от грехов, нашего пророка, алейхиссаляту вассалям, если он в день 70, 90, 100 раз просил у Аллаха прощения, значит мы с вами грешные, слабые, которые всегда ошибаемся, которые совершаем грехи. Мы должны просить, всегда просить у Аллаха прощения. Причины прощения грехов. Первая наша тема — это асбабуль магфира лидзунуб аль-мукаддама валь-муаххара. То есть в переводе означает причины прощения каких грехов? То есть прежних грехов и последующих грехов. Последующих грехов, то есть тех грехов, которых мы с вами еще, может быть, не совершили, а совершим в будущем. И вот какие же хадисы и аяты указывают на это. Первое — это исбагуль вуду. То есть исбагуль вуду, то есть полноценное, совершенное омовение. Мы знаем, что есть в исламе такой вид поклонения, который называется ритуальное омовение. И мы знаем, что намаз, молитва, она недействительна, если у нас нет этого омовения. И вот омовение, тахарат, нельзя пренебрегать этим поклонением, потому что если мы будем думать, что это вот преднамазное какое-то действие, да, вот без этого намаз нельзя совершить, поэтому давайте мы сейчас тахарат берем. Как футболку одеваем или там штаны надеваем на себя, да? Если мы будем так думать, то, конечно, это есть пренебрежение омовением. Омовение, альхамдулилля, это великое дело. И когда человек понимает ценность этого поклонения, ценность омовения и совершает должным образом, так как этого требует сунна пророка, алейхиссаляту вассалям, иншаллах, очень много пользы и человек получает от омовения. Очень много пользы. И как передает Химран ибн Абан, что как-то Уфман ибн Гаффан ночью фи лейлатин барида, то есть я, помню, что ночь была очень холодной, и он захотел совершить омовение. То есть перед тем, как выйти на намаз, на утренний намаз, он попросил у меня воды. Я принес ему воды, и он начал совершать ритуальное омовение. Он начал мыть руки, начал умывать лицо, мыть лицо, и он обильно, то есть использовал воду обильно. А я помню, что ночь была очень холодной, то есть они на улице брали тахарат. Мы знаем, что еще в тех веках не было таких условий, которые сегодня мы имеем, да? Приходим в мечеть, машаллах, тахарат-хана, машаллах, и полотенце, и теплая вода. Такого не всегда было, так ведь? Поэтому и я ему сказал хасбук, то есть достаточно, ты же уже все помылся, достаточно, не надо столько много лить воды.
потому что ночь была действительно холодной. И тогда Усман мне сказал: суб, то есть наливай давай, больше давай воды, ибо я слышал, как посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Ла юсбигу абдуль аль-вудуа илля гуфира лаху ма тақаддама мин дамбихи ва ма тааххара». Когда раб, человек, совершает омовение, то есть берет омовение наилучшим образом, вот так, как положено, не просто так, взял омовение быстро, в торопях, нет, наилучшим образом, то Всевышний Аллах прощает ему, то есть простятся ему грехи, ма тақаддама, то есть прежние грехи, ва ма тааххара, и последующие грехи. То есть вот причина прощения грехов – это тахарат. И автор книги приводит 5, 6, 7, 8 хадисов, но из-за нехватки времени я приведу только, иншаллах, 2 или 3. В другом хадисе, этот хадис нам приводит Аль-Баззар Хайфами, и этот хадис хасан, то есть ученые сказали, что это хороший иснад. Также посланник Аллаха в другом хадисе сказал: «Мэн тавадда кама умира», кто совершил омовение так, как было ему приказано, то есть так, как шариат от нас требует, «Васалля кама умира», и совершил молитву так, как было ему велено, «Гуфира лаху ма тақаддама мин амалин», то простятся ему его прежние грехи, его прежние дела ему простятся. Этот хадис тоже хасан, хороший, раваху Ахмад, Ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан и так далее. И вот другой хадис, который указывает, как же прощаются наши грехи. Этот хадис достоверный, его приводят имам Малик, имам Ахмад, Ан-Насаи, Ибн Маджа и Аль-Хаким, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда кто-либо из вас, «Ида тавадда аль-абдуль му'мин», когда верующий раб, то есть мусульманин, совершает омовение, когда он споласкивает рот, хараджатил хатая минфи, то есть выходят его грехи изо рта. И в другом хадисе, этот хадис мы не будем читать, говорится, что у него выходят грехи, те грехи, которые он совершил ртом, то есть языком. Очень много грехов люди совершают именно через свой неустанный язык, который говорит. Вот. Когда человек споласкивает рот, то его грехи выходят изо рта. Когда человек споласкивает нос, то выходят грехи из его носа. Когда человек моет лицо, то выходят его прегрешения из лица. Хатта тахруджа мин тахти ашфари айнайхи, и у него выйдут грехи, прегрешения, даже те, которые скрыты под веками глаз. Потому что мы, когда делаем тахарат, мы закрываем глаза, моем лицо, когда так ведь, то есть вода проникает даже под веками. И поэтому выходят его прегрешения даже под веками глаз. Когда он моет голову, то есть здесь уже в значении масаха, то есть протирает свою голову, то выходят грехи из его головы. Хатта тахруджа мин удунайхи, и даже выходят грехи из его ушей. То есть если взять тот хадис, то мы понимаем, что грехи, которые мы совершаем ушами, то есть слушаем запретное, или же наши запретные какие-то мысли, то есть они выходят, когда мы протираем голову, делаем масх в ушах. И идем дальше. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ, а когда он моет ноги, خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ, когда человек моет ноги, то выходят его прегрешения из ног. То есть те прегрешения, которые он совершал ногами. То есть его шаги запретным, где-то, может быть, он ходил, что-то совершал. «Хатта тахруджа мин тахти азафири риджляйхи», и его прегрешения выйдут даже под его ногтями. То есть те прегрешения, которые накапливаются под ногтями.
И «Хатта тахруджа мин тахти азафири ридждайхи, thumma кана машиху иля аль-масджид, ва салатуху лаху нафиля». И после того, как он совершает это омовение, то, что он идет в мечеть, потому что он же должен идти в мечеть, и совершает намаз, это уже как дополнительный аджр для него. Дополнительный аджр. То есть получается, вот человек, когда совершает омовение наилучшим образом, так как положено, так как учил нас пророк, алейхиссалату вассалям, каждый орган, который мы моем, да, грехи выходят. Выходят именно, вот, если мы совершали что-то руками, Аллах Тааля очищает нас от грехов, которые мы совершали руками. Когда мы моем глаза, лицо, то Аллах Тааля очищает нас от грехов, которые мы совершали глазами. Когда мы протираем голову, уши, Аллах Тааля очищает нас от тех грехов, которые мы совершаем через наш слух. И так далее, и так далее. Этот хадис достоверный, сахих хадис. Вот поэтому, альхамдулилля, это для нас великое благо, когда мы совершаем омовение, а мусульманин, он должен, дорогие братья, мы должны стараться всегда ходить с тахаратом. Всегда. Потому что посланник Аллаха в другом хадисе сказал, что всегда хранить, беречь тахарат, то есть всегда придерживаться тахарата может только му'мин, то есть настоящий верующий. Поэтому не надо ждать, что вот скоро намаз, буду брать омовение. Нужно всегда, вот утром встали, надо читать намаз, не надо. Вместо того, чтобы мыть лицо, берите тахарат. Если тахарат портится, выходите там с туалета, вместо того, чтобы, если есть возможность, конечно, если есть, может быть, кто-то на заводе, кто-то на работе, да, если есть возможность, не руки мыть, а тахарат брать, берите тахарат, потому что это великое благо, когда мы всегда ходим с тахаратом. И Хафид ибн Хаджар, разъясняя хадис, который приводится в сборнике имам Бухари, он задает вопрос: а вот тахарат — это причина прощения больших или маленьких грехов? И вот он объясняет, что если посмотреть содержание хадиса, то мы понимаем, что, как бы, казалось бы, хадис, он берет в себя, включает в себя и большие, и малые грехи. Но ученые ислама, они все-таки дают объяснение, что тахарат – причина прощения малых грехов. Потому что мы знаем, человек, если совершает большой грех, впадает в большой грех, то есть свои условия, чтобы очиститься от этих грехов. Поэтому человек, который совершает, например, какие-то конкретно запретные Аллахом дела, он не может сказать, что вот он кого-то обидел, да, у кого-то забрал что-то, украл или еще что-то, а потом взял тахарат и все, бисмилля, у меня больше нет грехов. Да? Так мы не можем говорить, потому что большие грехи, они все-таки стираются только после таубе, после покаяния, а покаяние имеет свои условия. Вот это первая причина, то есть исбагуль вуду, совершенное, то есть омовение в совершенном виде, полноценное омовение. Вторая причина — салату тасбих, намаз, который называется тасбих. Слово тасбих от слова субханаллах, когда мы восхваляем Аллаха и говорим «пречист Аллах». То есть слово субханаллах означает, что Аллах пречист от всех недостатков. У него не может быть недостатков ни в его делах, деяниях, ни в его качествах. Саляту тасбих. Есть такой намаз, где все-таки имеется серьезное разногласие среди ученых, но про это разногласие после хадиса. Мы с вами, иншаллах, поговорим, остановимся. Саляту тасбих. Намаз, который называется тасбих. Хадис нам передает Ибн Аббас. Абдулла ибн Аббас – это сын дяди пророка Аббаса, радийаллаху анху. И вот Ибн Аббас говорит: «Каля Расулуллах». Как-то раз посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, обратился к Аббасу, к его отцу, и сказал: «О Аббас, о мой дядя, я хочу тебе дать что-то. Я хочу тебе сделать подарок, ибо я тебя люблю, и ты совершай дело,
То есть я хочу указать тебе на одно дело, которое имеет 10 видов пользы. То есть ты получишь от этого дела 10 польз. Если ты совершишь это, гафараллаху ляка замбака. Аллах простит тебе твои грехи. И вот 10 польз, как раз вот 10 видов грехов. И вот посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ауаляху ва ахираху». Аллах простит, если ты совершишь это дело, Аллах простит тебе и первые грехи, и последние грехи. Два, да? «Кадимаху ва хадифаху». Старые грехи и новые грехи. Те грехи, которые ты совершил ошибочно, ну вот ты не хотел, но ты ошибся, да? «Ваамдаху» и те грехи, которые ты совершил нарочно. То есть человек может ошибиться, а может нарочно что-то сделать. Так ведь? Все грехи. То есть и амдаху, и хатаху. То есть вот 6 получается. «Сагираху ва кабираху». Маленькие грехи и большие грехи. «Сирраху ва аланиятаху». Те грехи, которые ты совершил скрыто, и те грехи, которые ты совершил явно. То есть то, что видят другие. Вот здесь получается 10 видов грехов. Ашра хисаль. То есть это дело дает тебе пользу, и от этого дела ты получишь 10 польз. Ан тусаллия арбага ракагат. И что же это за дело? Ты должен совершить 4 ракагата намаза. 4 ракагата. В каждом ракагате ты читаешь Фатихатуль Китаб, открывающую книгу, то есть суру Фатиха, васуратан, и еще одну суру. Когда ты завершишь чтение суры, в первом ракагате, стоя, пока ты еще не совершил руку, ты должен сказать: «Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла иляха иллаллаху, валлаху акбар». И ты должен это повторить 15 раз. То есть зикр, который мы с вами говорим после намаза. Так ведь? Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла иляха иллаллаху, валлаху акбар. То есть до рукуга ты должен сказать это 15 раз. Потом совершаешь рукуг и говоришь в положении рукуга, поясном поклоне, 10 раз. Уже не 15, а 10 раз. Потом поднимаешь голову с рукуга и стоя говоришь 10 раз. Потом падаешь ниц, совершаешь земной поклон, ватакулюха ашра, и говоришь, произносишь 10 раз. Потом поднимаешь голову, то есть садишься между двумя суджудами и говоришь 10 раз. Потом совершаешь второй раз суджуд и говоришь, произносишь это 10 раз. 10 раз. Потом поднимаешь голову и говоришь это 10 раз. «Фадалика хамсун васабгуна фи кулли ракага». И вот так посланник Аллаха говорит, получается 75 раз в каждом ракагате. «Таф'алу далика фи арба'и ракагат». И ты совершаешь это, вот это все повторяешь в 4 ракагата. То есть каждый ракагат — это довольно-таки объемный намаз, и это время очень отнимает, так ведь. Ты совершаешь 4 ракагата вот по этому порядку. «Фаляу канат зунубука мисля забадил бахар». И если у тебя будет столько грехов, сколько пены в море, то есть как морская пена, если у тебя будет грехов, как морская пена, аурамлин галиджин, или же как песок в пустыне, то есть невозможно сосчитать, сколько крупинок песка, да? Даже если у тебя будет столько грехов, гафарахаллаху ляка, Аллах простит их тебе, если ты совершишь этот намаз. Если ты сможешь, и не статата ан тусаллиха фи кулли яумин марратан фафаль, если ты сможешь совершать этот намаз каждый день, один раз, делай. Фаин лам тафаль фафи кулли джум'атин марра. А если не сможешь каждый день совершать этот намаз, то каждый джумга один раз. То есть получается один раз в неделю. Фаин лам тафаль фафи кулли шахрин марра. Если не сможешь каждую неделю, тогда один раз в месяц. Если не сможешь один раз в месяц, тогда один раз в год. Если не сможешь, фаин лам тафаль, если не сможешь совершать один раз в год, фафи умрика марра, тогда в течение жизни один раз. Хадис
у нас закончился. Этот хадис мы находим в сборнике имам Абу Дауд, Ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хузайма, Хаким, Табарани, Байхаки и так далее, и так далее. Вот хадис. Действительно очень такой объемный хадис, очень заманчивый хадис. Так ведь, машаллах, если человек будет совершать 4 ракагата салят ат-тасбих, то есть вот этого намаза, Аллах Тааля простит ему грехи, даже если этих грехов будет как пена в море, как пески в пустыне. Так ведь это действительно великие слова. Но кто-то уже, наверное, задается вопросом, да, кто-то где-то, наверное, читал, слышал, что касается этого хадиса, есть разногласия среди ученых. То есть это разногласия, они идут уже давно. Здесь речь идет степень этого хадиса. Все возвращается в степень этого хадиса. То есть этот хадис, достоверный ли он, хороший ли хасан, или загиф, даиф хадис, слабый хадис, иснад, или же есть еще ниже, то есть который мы уже не можем назвать, даже не имеем права называть хадисом, мауду, то есть придуманный хадис. И вот ученые разделились на разные мнения. Вот я просто тут, это разногласие идет 5 страниц, поэтому я не буду это все зачитывать. Я просто в конце, в завершении хочу вам прочитать, какие же ученые говорят, что это загиф, какие же ученые говорят, что это хасан, какие же говорят сахих. Есть группа ученых, которые утверждают, что этот хадис, он придуманный. И это все после проверок иснада, сильсиля, цепочки, да, кто это слышал, кто это передал, надежны ли эти передатчики. Поэтому есть группа ученых, которые говорят, что это или придуманный, или загиф. То есть слабый иснад. Из них мы знаем, видим Ибн аль-Джаузи, Ибн Абдуль-Хади, Сираджуддин, если я могу ошибиться в именах, Аль-Кузвайни, Шаукани, также имам Тирмизи, Укайли, Абу Бакр ибн аль-Араби, имам Ан-Навави в одной книге сказал, что это загиф, а в другой книге сказал, что это хасан. Также мы здесь видим Ибн Таймию, он тоже придерживается этого мнения, что это загиф. Но большинство ханбалитов, ученых ханбалитов, ханбалитского масхаба говорят, что это загиф. Загиф, то есть это слабый хадис, и мы не можем опираться на этот хадис и совершать этот намаз. Есть группа ученых, и это не один, которые утверждают, что это хасан. Этот хадис хасан, то есть хороший. А если хадис хороший, значит можно смело по нему действовать. Имам Багауи сказал, что это хасан. Имам Мунзири сказал, что это хасан. Ибн Салях сказал, что это хасан. Имам Ан-Навави в другой книге сказал, что это хасан. Также Тақийуддин ас-Сабаки сказал, что это хасан. Ибн Хаджар сказал, что это хасан. Имам Суюти сказал, что это хасан. Есть ученые, которые говорят, что это сахих. Вот от этого все разногласия. От этого разногласия в масхабах, да? Некоторые, например, брат увидят хадис, да, и говорит: а почему вот вы по этому хадису не идете? А потому что вот эти ученые, они сказали, что это недостоверный хадис, что этот хадис означает что-то другое. Поэтому, понимаете, то есть разногласий очень много. И вот некоторые ученые сказали, что это хадис сахих. Например, Абу Дауд, передатчик хадисов, сказал, что это сахих. Абу Али Ибн Сакан сказал, что это хадис сахих. Ибн Мандас сказал, что этот хадис сахих. Аль-Хаким, Абу Бакр Аль-Аджурри сказал, что это сахих. Я могу ошибиться в произношении имен, да? Абу Бакр ибн Дауд сказал, что это сахих. Ад-Дайлями сказал сахих. Аль-Хатиб аль-Багдади сказал, что это сахих. Абу Саад ас-Сам'ани сказал сахих. Абу Аль-Хасан ибн аль-Муфдиль сказал сахих. Абу Мухаммад Абдур-Рахим аль-Мисри, то есть это шейх Мунзири, сказал, что это сахих. Сираджуддин аль-Булкайни сказал, что это сахих. Также имам Албани, Насируддин аль-Альбани, сахаха хадаль хадис, он сказал, что это сахих. И так далее, и так далее. Поэтому, дорогие братья, это иджтихад ученых.
Это иджтихад ученых, поэтому что касается ханафитского масхаба, ученых ханафитского масхаба, Ибн Абидин сказал, что это хасан. Хасан. То есть даже если кто-то утверждает, он говорит, что передачи зариф, то есть слабые много, но их несколько. И вот это несколько передач, они уже доводят его до положения хасан, хороший. Поэтому хадис есть ученые, которые называют, что иснад слабый, есть ученые, которые называют хасан, есть, которые говорят, что сахих. Поэтому выбор за вами. Но наш масхаб, безнен галимдар, наши ученые говорят, что это хасан. Ибн Абидин в частности. Идем дальше. Автор этой книги, что касается фикха, если я не ошибаюсь, он как бы сам ханбалит. Он сам ханбалит, но почему-то он этот хадис все-таки здесь оставил. Хотя ханбалиты утверждают, что это хадис зариф. Поэтому кто совершает, альхамдулилля, бисмилля, пусть совершает. Идем дальше. Сауму Рамадан иманан вахтисабан. Третья причина прощения грехов. Пост месяц Рамадан иманан, с условием, что этот пост будет основываться на иман, на веру, и вахтисабан, то есть на надежду, надеясь на милость и прощение Всевышнего Аллаха. Абу Хурайра радийаллаху анху передает, что посланник Аллаха алейхиссалату вассалям сказал: «Ман сама Рамадана иманан вахтисабан», кто постился в месяц Рамадан иманан, основываясь на веру свою, не для того, чтобы сохранить там здоровье, да, или там женщины, чтобы фигуру подкорректировать. Нет, именно ради Аллаха, ради довольства Аллаха, вахтисабан, и надеясь на награду Аллаха, гуфира лаху ма тақаддама мин дамбихи ва ма тааххара. Простятся ему грехи, те, которые он совершил в прошлом, и те, которые совершаются в последующем. Этот хадис ахраджаху Ахмад, имам Ахмад, и имам Захаби сказал, что этот хадис хасан, хороший хадис. Но есть еще другой хадис в сборнике имама Бухари, который включает вторую часть уже. Именно не просто сияму Рамадан, не просто пост во время Рамадана, а кияму Рамадан. Есть еще ночные выстаивания в месяц Рамадан. И вот как раз хадис, который включает и то, и другое. Где посланник алейхиссалату вассалям сказал: «Ман сама Рамадана иманан вахтисабан», кто постился в месяц Рамадан ради довольства Аллаха и надеясь на его награду, то простятся ему грехи, те, которые он совершил в прошлом, и те, которые совершились в последующем. «Ваман қама лейлатал кадри иманан вахтисабан», а кто выстаивал ночь предопределения ради довольства Аллаха и надеясь на награду Аллаха, Аллах простит ему те грехи, которые он совершил в прошлом, и те, которые он совершает в последующем. Этот хадис уже нам указывает на две причины. Первое — это пост, фарз, месяц Рамадан. И второе — кияму лейлатал кадр, то есть ночные выстаивания в ночь предопределения, ночь, которая хайрун, Аллах Та'аля сказал, мин альфи шахр, который лучше перед Аллахом, чем 1000 месяцев. И вот сияму Рамадан и кияму Рамадан. И также в другом хадисе, который передает нам имам Ахмад от Абу Хурайра радийаллаху анху, где посланник Аллаха алейхиссалату вассалям сказал: «Ман қама Рамадана иманан вахтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин дамбихи ва ма тааххара». Кто выстаивал месяц Рамадан, не просто лейлатуль кадр. Это уже получается, вот здесь три причины, да? Кто выстаивал месяц Рамадан ради довольства Аллаха
то есть выстаивал ночные молитвы ради довольства Аллаха, и, надеясь на его награду, Аллах простит его прошлые и последующие грехи. Поэтому первая причина вот здесь, что касается месяца Рамадан, это сияму Рамадан, это пост месяц Рамадан. Очень много хадисов, которые указывают, что месяц Рамадан – это причина прощения наших грехов. Поэтому многие люди, которые не понимают ценность этого месяца, люди, которые не могут понять, что Аллах дарит нам этот месяц не для того, чтобы лишить нас чего-то. Вот очень многие заблуждаются, они не понимают, в чем смысл Рамадана. Люди думают, что вот скоро придет Рамадан, вот он придет, такой злой, такой суровый, и он лишит нас чего? Ни кушать, ни пить нельзя, не отдохнешь, надо ходить голодными, так ведь? То есть спать невозможно, потому что еще ночью надо молиться. Некоторые люди думают, что вот Аллах Тааля, он вот такой, да, он вот хочет лишить нас. Давай, пускай помучаются. Нет, астагфируллах. Аллах Тааля это подарок, это дар от Аллаха. Поэтому, когда приходит Рамадан, мы должны радоваться. Машаллах, Аллах дал нам возможность пожить во время Рамадана и дал нам возможность очиститься от грехов, очистить наши сердца. Поэтому вот здесь только мы прочитали три причины. Сияму Рамадан, когда ты оставляешь еду, питье ради Аллаха, надеясь на его награду, альхамдулилля, у тебя прощаются грехи. Ты голодный, у тебя пересохло во рту, но тебя радует то, что, альхамдулилля, тебя покидают твои грехи. Тебя покидают, да, тело устает к вечеру, но, альхамдулилля, душа радуется, что вот эта усталость, да, вот когда ты обессиливаешь, альхамдулилля, ты чувствуешь, как тебя покидают грехи. Альхамдулилля, это же милость Аллаха, это подарок от Аллаха, поэтому нужно радоваться, если Аллах одарил тебя этим месяцем, если Аллах дал тебе возможность, здоровье дал, возможность поститься в этот месяц, потому что очень много братьев, они тоже живут Рамадан, но у них нет возможности. Нет возможности, вот особенно у пожилых наших братьев и сестер, у них проблемы со здоровьем. Есть молодые, которые не могут поститься. Поэтому нужно радоваться. Аллах Тааля дает нам подарок, чтобы мы очистились от грехов. Поэтому сияму Рамадан, пост Рамадан, кияму Рамадан. То есть, когда мы ночью приходим на таравих, мы совершаем ночные молитвы, ночные стояния, киям, да? Альхамдулилля, у нас устают ноги, у кого-то ноги дрожат, да? У кого-то тянет ко сну, но, альхамдулилля, мы стоим перед Аллахом, мы выстаиваем Рамадан, и, иншаллах, мы очищаемся от грехов. И кияму лейлятил кадр, третья причина, вот, которую мы с вами прочитали, кияму лейлятил кадр, то есть выстаивание ночи предопределения. Поэтому, альхамдулилля, это милость Аллаха. Поэтому нельзя ни в коем случае упускать эти причины на прощение наших грехов. Шестая причина – альхамду акибаль акли валюбси. Восхваление Всевышнего Аллаха после еды и после одевания одежды. После того, как одеваешь одежду. Муад ибн Анас радийаллаху анху передает, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Ман акаля та'аман thumma qala», кто принял еду, то есть кто поел, и после еды сказал такие слова: «Альхамду лиллахи аллази ат'амани хаза ат-та'ама ва разаканихи мин гайри хаулин минни валя кува». В переводе означает: «Альхамду», вся хвала и благодарение кому? Лилляхи, Аллаху. Аллази, который ат'амани, накормил меня. Это кто тебе дал еду? Кто не спаслал тебе эту еду? Альхамдулилля, это Всевышний Аллах. Поэтому мы прежде всего должны благодарить за еду кого? Нашего Создателя. Вся хвала Аллаху, который накормил меня, хаза та'ама, накормил меня этой едой, ва разаканихи, и сделал эту еду, что? Моим уделом.
то есть даровал мне эту еду. Мин гайри хаулин минни валя куа, когда как я сам, я не в силе, и нет у меня силы, ни мощи, чтобы приобрести эту еду. Потому что если Аллах бы тебе не открыл бы, если бы Аллах, Раззак, единственный, который дает пропитание, если бы Он не дал бы тебе еду, то у тебя не было бы ни силы, ни мощи получить эту еду. Гуфира ляху ма тақаддама мин дамби. Кто после того, как принял еду, поел и сказал эти слова, Аллах простит ему его прошлые грехи и грехи, которые он совершает последующие. وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا, и кто одел на себя одежду, فَقَالَ, и сказал, «Альхамду лиллахи ллади», вся хвала и благодарение Аллаху, который касани, который дал мне одеяние, который дал мне возможность одеваться, дал мне возможность это купить в магазине, да, заработать эти деньги, потому что Аллах все дает. «Альхамду лиллахи ллади касани хада». Вся хвала и благодарение Аллаху, который дал мне эту одежду, варазаканихи, и сделал ее моим уделом, мин гайри хаулин минни валя куа, когда как я сам не имел ни силы, ни мощи приобрести это, гуфира ляху ма тақаддама мин дамбихи ва ма тааххара. Если после того, как одел он на себя эту одежду и поблагодарил Аллаха вот этими словами, то простятся ему его прошлые грехи и грехи, которые он совершит в последующем. Этот хадис передает Ибн Маджа, Абу Дауд, Тирмизи, Ан-Насаи и так далее, и так далее. И большинство мухаддисов говорят, что это хороший хадис. То есть хороший хадис, которым можно, альхамдулилля, бисмилля, действовать. Вот это милость Аллаха, дорогие братья. Машаллах, Аллах дает нам еду. Машаллах, мы наслаждаемся этой едой. Ну там же ничего так трудного нет, так ведь? Альхамдулилля, мы насыщаем свой нефс, а потом, если мы поблагодарим Аллаха, Аллах еще прощает нам грехи. Он сам нас кормит, Он сам нас одевает, мы получаем дары Аллаха. И машаллах, если мы благодарим Аллаха за эти дары, альхамдулилля, это даже наша еда, дорогие братья, даже вот то благо, которое мы получаем от Аллаха, можно превратить во что? В причины прощения наших грехов. Вот, бисмилля, выучите это дуа, выучите это в книге Адкар, поминания Аллаха. Они есть, должны быть. Альхамдулиллахи лади атаамани хада таама ва разаканихи мин гайри хаулин минни валя куа. И другой зикр. Альхамдулиллахи лади касани хада ва разаканихи мин гайри хаулин минни валя куа. И простятся нам наши, иншаллах, грехи. На этом, наверное, остановимся. И в завершении хочу вам подсказать, напомнить еще один зикр. Иншаллах, постараемся, если будет на то возможность, в завершении каждого урока учить один зикр, чтобы именно один из видов истигфара, когда мы просим у Аллаха прощения, потому что нужно всегда просить у Аллаха прощения, и Аллах Тааля в Коране призывает нас к этому. Хадис нам передает имам Ахмад от Аиша, от матери правоверных, ради Аллаху анха, которая говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после справления нужды, когда выходил, если по-нашему сказать, с туалета, он говорил такие слова «Уфранека», то есть дословно переводится «твое прощение». То есть он говорил «прости меня». Вот это очень короткое слово. Надеюсь, что многие наши братья и сестры это уже говорят, да? А кто не говорит, вот выучите это слово «гуфранака», то есть «твое прощение», «Аллах, прости меня». И вот, когда я сам прочитал первый раз этот зикр, у меня вот почему-то возник вопрос, да? Почему вот именно вот после еды мы говорим «альхамдулилля». И все понятно. Аллах дал тебе еду, да, и ты благодаришь Его. Оказывается, вот еще Аллах за это и прощает нам, да. Мы говорим «Альхамдулилля». Это понятно. Когда мы заходим, бисмилляхи,
Аллахумма инни а'уду бика миналь хубуси валь хабаиси, то есть я ищу защиты у Аллаха от шайтанов, это все понятно. А почему, когда ты выходишь, справив нужду, почему ты просишь у Аллаха прощения? И вот я начал искать, машаллах, и вот ученые наши, они действительно, они больше нас искали, конечно, они больше нас искали, и машаллах, вот мне очень понравился шарх Ибн Аллян. Ибн Аллян говорит, почему, говорит, когда человек выходит, справив нужду, он просит у Аллаха прощения, он извиняется, да, о Аллах, прости меня, да, и вот он говорит, что милость Аллаха, да, дар Аллаха, благо не только в том, что ты поел вкусно, да, и говоришь альхамдулилля, а благо в том, что когда еда, она проникает в твое тело, оно находит свое место. А все, что не нужно, организм избавляется. И вот весь этот процесс, когда Аллах избавляет тебя от ненужного, от этих нечистот, да, Ибн Аллян говорит, что это такая милость, за которую сколько Аллаха не благодари, ты не сможешь отблагодарить. Ты не сможешь отблагодарить по праву. Поэтому что нужно делать? Просить у него прощения. То есть, машаллах, какая мудрость, да? Почему вот когда мы выходим, мы говорим: «О Аллах, прости меня». Почему? Потому что это дар. Поэтому дар не просто поесть, а дар избавиться от нечистот. Когда у тебя здоровье есть, машаллах, сколько людей мучаются, да? Всю жизнь люди мучаются. Я знаю, люди, пусть Аллах простит уж, люди через самоубийство ушли, потому что не могли нужду справить. Я знаю, у нас в деревне несколько случаев было, когда они руки на себя наложили. Не могли терпеть. Может быть, тогда медицины там, не знаю, не было. Но это милость Аллаха, даже если медицина там, это милость Аллаха, поэтому проси у него прощения. И это Ибн Аллян. А Ибн Каим говорит, что когда Аллах избавляет твое тело, физическое тело от нечистот, это же очищение, ты очистился от нечистот, так ведь, избавился. Тебе нужно сейчас избавиться от душевных нечистот, от грехов. Если человек, справляя нужду, избавляется от вот этих физических нечистот, то как человек может избавиться от душевных нечистот? Через таубе, через прощение. Поэтому Аллах избавил тебя от нечистот через справление нужды, а теперь проси у Аллаха прощения, чтобы Он и душу твою очистил от душевных нечистот, от душевной грязи. Вот это есть смысл того, что мы, выходя из туалета, просим у Аллаха прощения. Уфранака. Кто хочет запомнить, я вот там написал. Телефоны есть, дорогие братья, сфотографируйте. Это у нас будет хадис недели. На следующей неделе другой зикр напишу, чтобы вот целая неделя там была. Надо браться за ум, дорогие братья, и учиться, чтобы польза была, чтобы вот эти зикры, они были не просто там пришел, Юсуф что-то интересное там говорил, а что он говорил? Не помню, что-то говорил. Вот чтобы такого не было, давайте пользу извлекать. Чтобы вот эти хадисы, они превращались в часть нашей жизни. Поэтому, если какой-нибудь брат вот один зикр выучит, машаллах, значит, мы не просто здесь собрались, значит, польза есть. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.